Грандиозный праздник света, музыки, любви к национальной культуре. Финал самого популярного на полуострове детского шоу «Джанлысес» зрители ждали с нетерпением, а участники шли к нему целый год. Через кастинги и отборочные туры прошло 500 детей со всех районов полуострова. В финал попали только 25 самых ярких и талантливых. Позади у этих маленьких артистов месяцы упорных репетиций с преподавателями вокала и хореографии, профессиональными наставниками. Работа со стилистами, видео и сценографами. И вот, наконец, их первая в жизни большая сцена. Финалисты «Джанлысес-2017» соревновались в двух возрастных группах и двух номинациях – крымско-татарский танец и крымско-татарская песня. И каждый номер гала-концерта был наполнен любовью к родному Крыму. Каждый номер – это воплощенная гордость за свою культуру. Я думаю, что сегодня дети, которые впервые стояли на большой сцене, они поняли, как это важно, когда сердце народа бьется в ритм их песни и танца. Настоящим открытием этого сезона «Джанлысес» стал 16-летний вокалист из Джанкоя Юрий Курнаков. Его исполнение патриотической песни «Миллеттом», давно ставшей вторым национальным гимном крымских татар, зрители слушали стоя. По традиции, наставники финалистов – признанные крымско-татарские звезды. Многие из них сами вышли на сцену, выступив в дуэте с победителями конкурсов прошлых лет. Украшение гала-концерта – виртуозная игра знаменитого Наримана Балича, специально приехавшего из Москвы. Проект очень классный, просто нет слов. Я первый раз участвую в этом проекте. Мне очень нравится от начала до конца организация, сцена, экраны, все на высшем уровне. Интересные номера, дети поют шикарно. Bek büyük seviyede keçe. Elbette mına bunday etip biz bütün dünyaya özümüzün bildiremiz, özümüzün medeniyetimizin. Biz kökten düşmedik, biz bu toprakta doğduk, bu toprakta o'secekmiz, bu toprak bizimki olacak. Здесь мы делаем двойную инвестицию, мы растим новое поколение, мы восстанавливаем нашу культуру, мы ее развиваем, мы по крупицам ее собираем. Такое начинание, такой талант нужно поддерживать, чтобы дети знали, что есть народ, есть люди, есть те люди, которые сопереживают и радуются вместе с ними. Я вообще еврейка, и я знаю, что такое, что люди, которые, национальности, те, которые были депортированы, как-то смешались, это плюс для таких национальностей, потому что они сплочаются. И создаются такие масштабные, грандиозные проекты. Мне очень все понравилось. Чтобы наша культура жила, нужно вкладывать в их творчество, чтобы дети понимали, видели, что значит крымско-татарская культура. Я на сегодняшний день не вижу, чтобы лучше могли сделать такие мероприятия. Дети радуются, действительно развитие идет, хотят идти. Притом я смотрю не только Безим Баллар, то есть крымские татары, также и другие народы хотят приходить петь на нашем родном языке. Организатор «Джанлысес» – студия «Караденес Продакшн». Ее руководители отмечают, творческий уровень конкурса растет с каждым годом. У нас используются экраны общей площадью порядка 150 квадратов. Но я честно могу сказать, в Крыму такого еще никто не делал. Март айында башлаган ишimiz бүгін Яңа ел арфесінде бу ерде ана ватанымызда екүлленді.
Кичик olsa da galebemiz hepimizге hayırlı olsun. Балалар ve komandamızın acayip işini gördük. Bu epoge ketken pek güzel ve büyük adımdır. Bugün balalar bizge kıvanç, baht ve halkımız için gurur bağışladı. Гала-концерт шел добрых 5 часов, и все это время сердца зрителей бились, как одно большое крымско-татарское сердце, наполненное гордостью за своих детей. Море эмоций, море впечатлений, было все на высшем уровне. Хочу выразить благодарность Canlı Ses за такой масштабно-зрелищный концерт. Bizim Kırım Tatar ballarımız pek istidatlı ballar eken. Sudaktan geldik, pek memnun olduk, pek beğendik. Я очень рада, что я пришла сюда. Мне очень понравился этот концерт. Выбрать победителей стало нелегкой задачей для жюри конкурса, ведь выступление каждого юного артиста было достойно самой высокой награды. Тем дороже стала победа для Сервера Карабаева и Амины Мамедовой, ставшими первыми среди вокалистов в младшей и старшей группах. Лучшими танцорами названы Айдер Сулейманов и Амет Куртосманов. Приз зрительских симпатий достался Шаипу Абдуджемилову. Недавно мальчик потерял мать. Свое выступление посвятил ее памяти. А лучшей по версии портала Crimean Tatars стала Эмине Адылгазиева. Без подарков не остался ни один из конкурсантов, а победители получили денежные премии от фонда имени Фазыла Аметова. И все они вместе преподнесли огромный подарок своему народу – гордость и веру в будущее Крыма. Canlı Ses 2017 уже стал историей. Впереди новый конкурс, открытие новых детских талантов, новая радость победы. Впереди Canlı Ses 2018.